Письмо горцам. Размышления европейца о чеченцах. Я не чеченец, я европеец. Один из тех, кто привык к мягким улицам, к разговорам, которые заканчиваются компромиссом, к законам, которые работают не на страхе, а на доверии. Но последние 10 лет я провел между Грозным, Берлином и Страсбургом. Ел с чеченцами, спорил с ними, слушал, писал, молчал рядом. И в какой-то момент понял, между нашими мирами не пропасть, а что-то другое. Что-то тонкое, болезненное, словно недосказанное братство и обоюдное недопонимание. Как выглядите в наших глазах вы? Скажу прямо, в Европе чеченцев и остерегаются, и не понимают, и одновременно восхищаются. Для большинства вы что-то вроде мифа. Горцы, свирепые, гордые, непокорные. Вас называют воинами, людьми чести, мстителями. И в этом, как ни странно, и романтика, и высокомерие. Как будто вас ставят на пьедестал, но за стол не приглашают. Мы смотрим на вас с уважением, за умение выстоять, за достоинство, которое держится даже в изгнании. Но нас сбивает с толку ваше молчание там, где надо говорить. Пугает страсть к обострению, даже когда пора искать выход. Мы видим вашу безупречную память, но очень слабую способность прощать. Чеченец для нас — это герой, но не гражданин. Поэт, но не политик. Солдат, но не учитель. Это восприятие может и несправедливо, но менять его предстоит вам, не нам. Прошлое как шрам и как знамя. История Чечни — одна из самых трагичных и недосказанных в Европе. В XIX веке вас пытались сломать пушками, в XX — депортацией, в XXI — деньгами и имитацией мира. Вы привыкли жить так, будто весь мир против вас. Эта привычка одновременно и сила, и беда. Она делает вас стойкими, но закрывает от мира. Вы превратили боль в родину, а родину в миф. Только миф не строит школы, не лечит, не дает будущего. Я понимаю ваш гнев, но нельзя же жить на одном гневе. Он разрушает не меньше, чем бомбы. Чеченцы в Европе. Сегодня в Париже, в Берлине, в Вене тысячи чеченцев. Кто-то влился, кто-то бунтует, кто-то просто молчит. Вы привезли с собой все — код чести, культуру, боль. Но забыли, что здесь горы ниже и эхо слабее. Здесь вы не угроза. Здесь вас, если честно, часто просто не замечают. Вы остаетесь в стороне, гордые, да, но изолированные. И когда я слышу «нас не понимают», мне хочется спросить: а вы сами кого-нибудь попытались понять? Где ваши культурные центры, ваши книги, открытые разговоры? Где чеченские мыслители, а не бойцы в ТикТок? Почему ваши самые умные люди так часто молчат, когда именно они должны говорить? Мой совет не как судьи, а как друга. Перестаньте смотреть на Европу с подозрением. Да, она несовершенна, но это шанс. Не потерять себя, а найти новый способ быть собой. Европа может дать язык для мира, если вы принесете в него свою правду. Не криком, мыслью. Чечне нужен новый миф. Не про месть, про достоинство. Не кто кого, а что мы создали. Вам нужен свой Монтень, свой Болдуин, свой Магомаев в философии, свой Джохар Дудаев в образовании. Нужен внутренний поворот. От страха быть забытым к смелости быть услышанным. Я не чеченец, но я человек, который верит в возможность разговора. И если где-то в Чечне или в пригороде Парижа есть парень, который читает эти строки, я хочу сказать ему: тебе не обязательно быть героем или жертвой, будь автором.
Напиши свою Чеченскую Республику. Не кровью, разумом, с болью, но без злобы, с любовью, но не к иллюзиям, к истине.